Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Новый парламент Туркменистана приступит к работе 6 апреля. В Ашхабаде пройдет выставка торгового комплекса Туркменистана и другие новости. 6 апреля состоится первая сессия Меджлиса Туркменистана 7-го созыва. Избранные депутаты национального парламента должны как можно скорее приступить к своим обязанностям, сказал Сердар Бердымухамедов в прошлую пятницу на заседании Кабинета министров. Подчеркнув большое значение итогов выборов, глава государства констатировал, что создание правовой базы гражданского общества позволило провести их на широкой конкурентной основе. О новом парламенте Туркменистана можно сказать, что он значительно помолодел. Около 41% выбранных депутатов – молодые люди в возрасте до 40 лет. Также отметим, что около 26% избранных депутатов Меджлиса – женщины. С 4 по 6 апреля в Ашхабаде в здании торгово-промышленной палаты будет работать выставка торгового комплекса Туркменистана. Оргкомитет выставки приглашает заинтересованных специалистов отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, представителей Союза промышленников и предпринимателей, бизнесменов и граждан Туркменистана, а также представителей иностранных компаний посетить выставку. Экспозиция будет работать по следующему графику: 4-5 апреля с 10:00 до 18:00, 6 апреля с 10:00 до 17:00 по местному времени. Билеты на пассажирские автобусы из Ашхабада в Хазар поступили в онлайн-продажу на официальном сайте агентства «Туркмен-Авто Улаглары». Новый маршрут связывает международный автовокзал Ашхабада и поселок Хазар Балканского вилаята. Стоимость каждого билета – 60 манатов. Оплата происходит с использованием банковских карт «Алтынасыр». С июля 2023 года в Туркменистане начнет издаваться газета «Аркадак». Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов. Новая газета будет издаваться на туркменском языке с периодичностью один раз в неделю. Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин посетил школу имени Махтум Кули Фраги в селе Фунтово Приволжского района. Игорь Бабушкин пообщался с педагогами и учениками, передал установку для проведения видеоконференц-связи со школой побратимам имени Пушкина, которая находится в Ашхабаде. Астраханский губернатор высоко оценил организацию учебного процесса, подчеркнул важность сохранения творческого наследия поэта и туркменской культуры. В Казахстане прошло заседание Межгосударственной комиссии государств-участников СНГ по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения. На повестку мероприятия были вынесены такие темы, как организация первичной медико-санитарной помощи, обмен информацией между профильными ведомствами, углубление сотрудничества с международными организациями. Своим опытом международного сотрудничества на заседании поделились представители Казахстана. Они рассказали, что в 2022 году в республике состоялось открытие первой в европейском регионе демонстрационной платформы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в аэропорт турецкой Анталии 140 миллионов евро. Инвестиции позволят модернизировать инфраструктуру воздушной гавани туристической столицы Турции, повысить энергоэффективность и реализовать зеленые инициативы. Международный аэропорт Анталии расположен в 10 километрах к востоку от центра города. Является основным местом прибытия туристов на курорты, расположенные по Средиземноморскому побережью страны. Принимает около 19 миллионов пассажиров ежегодно. На внеочередной конференции Федерации футбола Туркменистана было принято решение включить новообразованный футбольный клуб «Аркадак» в состав организации. Решением исполкома Федерации футбола Туркменистана футбольный клуб «Аркадак» был включен в розыгрыш регулярного чемпионата и Кубка страны. Футбольный клуб «Сочи» добился выездной победы над московским «Динамо». Подопечные Курбана Бердыева забили 2 безответных мяча в ворота динамовцев на ВТБ-арене в Москве. Это вторая победа Сочи при Бердыеве в российской премьер-лиге. Ранее с таким же счетом был обыгран ЦСКА. Леверкузенский «Байер» на выезде нанес крупное поражение Шальке в рамках 26-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Автором одного из забитых мячей стал Сердар Азмун, появившийся на поле во втором тайме. Всего у Азмуна 4 гола и 2 голевых передачи в 24 матчах в Бундеслиге. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал – ваш самый надежный источник новостей.